Отсюда вышли тысячи и тысячи защитников Родины и дембелям, и тем, кто сейчас служит, знакомо это место. А вот эти ребята на сборном пункте военного комиссариата впервые, совсем еще молодые, но преисполненные духом ингушские новобранцы отправляются на место несения службы. Повестка не? 25 апреля 18 Герзи омудойте дисциплины измеры удержал без барс. Кочали Джумалиев, этнический турок-месхетинец, вместе со своими земляками уже из родной ему Ингушетии отправляется служить в сухопутные войска. Ему 20 лет. Уже отучился в Северокавказском топливно-энергетическом колледже и сегодня прощается с семьей на год. Как он отмечает, едет добыть военный билет. Пришел сюда по призыву, чтобы обслужить и получить военный билет. И с помощью военного билета, чтобы в дальнейшем мог где-то устраиваться на работу. Отправляется сегодня пополнить вооруженные силы страны две команды. Одна, в составе которой 10 новобранцев, следует в Московскую область. Военный городок Коломна-1. Там располагается запасный командный центр предупреждения ракетного нападения. В военно-космических войсках военной части они будут обеспечивать охранную оборону, боеготовность части и нести боевые дежурства. Приехал комплектовать нашу часть с вашей, не побоюсь того слова, великолепной республики. Не первый раз сюда приезжаем. Очень радушные люди, хорошие ребята. Неоднократно отсюда уже набирали, проблем никаких не было. Вот, поэтому приехали сформировать нашу команду из 10 человек. Ребят отобрали. Все хорошие ребята, со всеми побеседовали. Вот, от себя лично могу сказать, что здесь очень прекрасные люди, очень великолепно встретили. Все очень понравилось. Не первый раз здесь очень много друзей. Неоднократно, когда брали уже отсюда солдат, у нас служили. Вот у меня со всеми общаюсь, остались много друзей, к которым могу сюда спокойно приехать. И, собственно, когда сейчас приехал, тоже у них в гостях был и тоже помогали набирать молодых ребят. Другая команда, также из 10 человек, следует в Ленинградскую область, в сухопутные войска. Это уже вторая отправка ингушских призывников в рамках весенней призывной кампании. Две команды, бывает по 10 человек, это военно-космические силы, город Москва, и Ленинградская область, сухопутные войска. Убытие у них сегодня вечером нашим поездом. Вот, ребята все прошли все необходимые мероприятия призыва, прошли собеседование со старшими, в принципе, ждут своей отправки. В торжественной обстановке их провожают все родственники, друзья. С напутственным словом к ребятам обратились помощник главы Ингушетии Игорь Антонов, председатели комитетов солдатских отцов и матерей. Обязанность святая гражданина защищать свое отечество и родину. Сейчас непростое время, но те условия, которые вам приготовила наша Российская Федерация, от Министерства обороны, они весьма комфортные. Год службы, хорошее питание, хорошее обмундирование, хорошее обучение. Я думаю, вам помогут сориентироваться в дальнейшей жизни, приучат вас к ответственности, дадут возможность определиться с дальнейшими целями в жизни и многому научат. Своего внука провожает и Магомед Гайсанов. В дальний путь новобранца Адама Сапралиева он снарядил наилучшими пожеланиями и дал несколько советов. Всего этой весной в рамках призывной кампании вооруженные силы страны пополнят 230 новобранцев. Следующая отправка запланирована 15 мая. Ты сокровище народа, ты отчизны дивный рай, как цветок у лукоморья, ты живи и процветай. Адам Мережков, Муслим Арчаков, Магаз 24.